В эфире «Актуальное интервью». Главная тема Дня паводок. Спасатели службы спасения республики в эти дни работают в круглосуточном режиме. Весенний паводок на реках Якутии вновь проходит неспокойно. И река Амга, и река Алдан преподнесли сюрпризы в этом году. И вот о паводковой обстановке на реках республики и о работе спасательной службы мы сегодня будем говорить с Николаем Находкиным, начальником службы спасения Якутии. Николай Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и самое главное, весенний паводок в самом разгаре. Кого-то уже удалось спасти, были ли случаи, приходилось? Да, действительно, в самый разгар весенних у нас ледоходов, разливов, он идет достаточно сложно в этом году. В настоящее время лед уже начинает движение и под Якутском. В Табаге можно увидеть ледоход. Но сразу хотел бы предупредить, чтобы люди были осторожны, наблюдая лед. У нас был такой момент, когда вот на окружной дамбе человек смотрел, и под ним обвалился обрыв. Его унесло волной. Хорошо, что дежурная оперативная группа спасателей успела. Это было в этом году или? Нет, это было года 3 назад. Но, тем не менее, у нас ледоходы, как регулярное событие. Хотелось бы, чтобы оно было всегда только радостным, без всякой беды. Ну вот, говоря про обстановку на реках, то есть мы понимаем, что сейчас в Усть-Мае, да, на реке Алдан такая серьезная напряженная обстановка. Где-то еще, может быть, есть поводы для беспокойства? Ну, в принципе, у нас мы радовались летней температуре, да, в начале мая, но она аномальная же. Аномально, и получилось так, что тепло стояло только на определенной территории, а дальше-то зима. У нас все реки ведут на север, поэтому там стоит зимний крепкий лед. Естественно, вода будет идти только с большими трудностями и с заторами. Заторы могут образоваться и в таких местах, которые, нетрадиционные, можно сказать. То есть существуют такие места, когда, предполагается затор, а есть, так сказать, неожиданные заторы, где их обычно не бывает? Да, в принципе, у нас изучены все реки, все повороты, там узкие места, и они имеют уже определенную нумерацию, и ожидаем в этих местах. Суть-то в том, чтобы не остановить реку, а постараться пропустить большие населенные пункты без ущерба. Если река стоит где-то, скажем, выше, его торопить не надо, потому что нижние территории еще находятся в зимнем состоянии, и будут тогда непрогнозируемые заторы в любом месте. Ну вот говоря про прогнозы, вот ситуация на реке Амган, ситуация на Алдане сейчас, можно ли было их спрогнозировать и вообще как в таких случаях минимизировать риски? Ну, конечно, очень нужна предварительное, скажем, научное изучение вот этих рек. Дело в том, что у нас, конечно, статистика есть. Все прежние годы мы стараемся сравнивать, с каким годом это похоже и как пройдут события, да. Но это действительно очень большой вопрос. Во-первых, и с наукой. Если бы у нас были бы, например, 3D-модели затопления, допустим, Амга, смотрим уровень 7 метров, какие улицы затопят, потом смотрим, 7,50, допустим, уже захватило дома Иванова, Петрова, сколько-то детей, сколько-то этих. Если бы такие у нас были бы данные, конечно, было бы наверное, значительно проще. Но это достаточно долгоиграющая работа. А в этом году, я пример Алдан приведу. Да, у нас летел вертолет на авиаразведку. И пришлось этой авиаразведке его отвлекать. Поступила информация, что на затопляемом острове 3 человека находятся уже в критическом состоянии, и пришлось вертолет с разведки, который бы вот эти заторы предсказал, вернуть на спасательные работы. Человека же не оставишь в беде. И 3 молодых человек на веревках с острова во-первых, нашли, во-вторых, их по одному через всю реку таскали
на берег. Это, кстати, вот жители села Кюпцы, которые потом и сейчас страдают. Ну вот как бы этот пример показывает, что все-таки человеческая жизнь, она в первую очередь стоит. Есть ли Для службы спасения, да, у нас абсолютный приоритет в жизни человека. То есть, а как-то слишком, наверное, не побоюсь, наверное, слова жесткий вопрос, но есть ли какой-то приоритет именно по спасению людей? Вот? То есть, как определяется количество угрозы? То есть, как определяется, да, кому вот в первую очередь помочь? Одновременно надо помочь одному человеку или трем. Выбор-то такой небогатый, скажем. Там, где вот 3 человека погибают. Это же все индивидуально очень. В идеале всех надо спасти. Слава Богу, пока мы работаем. Но самое главное, да, чтобы спастись в чрезвычайной ситуации, это избежать его. Сейчас ледоход подошел к Якутску, да, пойдет вот по Ханкаласскому лугу. Там очень много островов, очень много людей. И Намский будет, и Кобяйский будет, и Устье Алдана. Там много, скажем, дичи. И охотники туда все равно лезут и лезут. Мы про охотников еще поговорим. Вот немного продолжая тему именно про спасение людей. То есть, кто принимает решение? Вот возьмем там условно 2 каких-то абстрактных людей, которым угрожает опасность. Кто принимает решение, кого в первую очередь спасать, и как он оценивает, как он должен оценить ситуацию, кому больше угрожает опасность? Это определяет, если на месте, то руководитель оперативной группы. Это спасатели. Вот для спасателей как раз это их работа. И я хотел бы здесь пояснить то, что спасатели это штучные ребята, да, которых надо готовить очень длительно, чтобы у них был опыт. И как сказать, именно они принимают решения. От них зависит спасение жизни человека. Ситуация очень сложная. Вот, сидя за столом-то там можно рассуждать, а на месте это видишь, человек может еще продержаться немного, а второй уже все. То есть вот должен он объективно как раз оценивать, уметь эту. Да, и я вот хотел бы отдельно подчеркнуть, что спасатели такие, как хирург, допустим. Хирург может мешки таскать. Даже можно его там на мешке, если надо будет, и спасатель будет таскать. Но он заточен под спасение людей, поэтому от них зависит решение. Николай Александрович, такой вопрос. Вот мы часто в своей работе тоже мы рассказываем про ситуации, мы рассказываем про уровни воды на тех или иных участках. И очень часто сталкиваемся с такой проблемой, что, к примеру, единая диспетчерская служба дает нам одни цифры, а ЛБВУ дают нам другие цифры, МЧС дают нам третьи цифры. Чьи цифры, скажем так, главнее? То есть на кого ориентироваться, на кого ориентируетесь вы? Мы ориентируемся на данные ЦУКСа, Центр управления кризисных ситуаций. Но на месте иногда наша информация, которая получена с наших сотрудников, она может быть оперативнее и реальнее, скажем. Потому что все-таки есть какая-то инерция, пока и ДДС одного позвонит там другому, там и элемент там сломанный. То есть кризисный центр все-таки во главе, но и ДДС он на месте оценивает. Да, он на месте дает, он дает информацию, которую он видит у себя. По фактическому. А у нас река течет по нескольким улусам. Хорошо. Общую картину видит только тот, который их собирает, конечно. А это требует некоторое времени. То есть локальная это и ДДС, а общая картина это кризисный центр. Николай Александрович, вот как раз возвращаясь про охотников, вы заговорили, сейчас сезон начинается, и многие охотники, рискуя жизнью, причем это каждый сезон бывает, выплывают во время ледохода на лодках, на водоемы и так далее и тому подобное, их приходится спасать, задействовать вертолеты, другие транспортные средства, и кто потом возмещает, это все равно затраты какие-то, кто-то эти затраты потом возмещает или нет? Затраты на спасение людей это государство несет. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы юридически оформить, если человек,
скажем, ну, в наглую, все запрещено там. А он поплыл, всё. чтобы он возмещал затраты, Да, получается. если есть административное нарушение, он может ну, возмещать ущерб, который нанесет. Потому что действительно, ну, страдают многие люди из-за безалаберности там, Других людей. других. А Вот. часто ли приходится спасать вот охотников в это время года, в сезон ледохода на реках? Ну, приходится. В прошлом году на вертолетах мы, сейчас уже подзабыл, 12 человек, по-моему. Ну, разные случаи. Все же, как считают себя опытными, с лодками там. Ночью они, например, ну, холодно, надули лодку покрепче. А днем, когда солнышко вышло, охотник разморился, лодка надулась, лопнула. И он остался там без. А в этом сезоне уже были случаи вот именно с охотниками? В этом году, да, вот только что сказал, ну, вот по Алдану вчера был очень тяжелый случай в Татинском улусе. Мы получили сигнал о том, что охотники, ну, окружила вода, они забрались на крышу избушки. Но не было вертолетов. Они, ну, должны были грудных детей и так далее там, ну, из Кюпцев эвакуировать. Там же ужасная погода была, снег и дождь, нелетная погода, все ждут там, как откроется окошко, чтобы туда вылетели. А здесь, ну, сигнал от этих охотников. Пришлось спасать охотников. Ну, Да, они ну, посреди льда стоят, там метров 800 их наблюдают, там родные и так далее, они звонят, вот они машут флагами белыми, там, потом перестали махать, там плачут, там, ну, и пока вертолет освободился, потом долетел, это очень... Павел Александрович, и вот, актуально, наверное, я думаю, будет посоветовать очень коротко, буквально в 2 словах, советы охотникам и рыбакам, чтобы как бы соблюдали меры безопасности и вот не выходили на лед, не окрепший во время ледохода в том числе. Да, Буквально ну, пару слов. Сейчас, ну, современные охотники должны вот, радиоприемники и так далее, ну, как минимум знать. И зная, какие у нас реки, следить за прогнозами, докуда дошел ледоход. Но это все равно надо каждый раз следить за обстановкой. Следить за ситуацией и лучше... беречь себя. И беречь себя. Хорошо, Николай Александрович, я желаю, что спокойно пройдет в плане спасения людей этот сезон. Для вас спасибо за интересную беседу. У нас в гостях был начальник службы спасения Якутии Николай Находкин. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.